С 24 августа в республике идут досрочные выборы главы Якутии в отдаленных и труднодоступных местностях. Всего досрочно проголосуют более 7 тысяч человек. Тем временем в республике начала работу общественная организация «За честные выборы». По порядку и подробнее наш корреспондент Александра Хлопкова. На организацию выборов в Якутии выделено 444 миллиона рублей, из которых 130 миллионов рублей направлены на проведение досрочных выборов. Отметим, что в список труднодоступных и отдаленных местностях вошли также сенокосные угодья и оленеводческие хозяйства. Уже сейчас там идет досрочное голосование. 25 августа начинается досрочное голосование в отдаленных труднодоступных местностях. Определение места досрочного голосования в отдаленных труднодоступных местностях и ответственных за это проведение этого голосования будет территориальная избирательная комиссия отдельное решение принимать. Также в этих выборах не будет открепительных удостоверений. Вместо этого люди, которые не могут принять участие на выборах по месту прописки, смогут подойти в любой избирательный участок и написать заявление. То есть люди, которые по тем или иным причинам не могут быть день голосования по месту постоянного проживания, они смогут проголосовать участковой избирательной комиссии. Это будет за 10 дней до дня голосования, то есть 4 сентября 2014 года. Сегодня состоялся круглый стол за честные выборы. Участники обсудили ход предвыборной кампании кандидатов на пост главы республики. У общественности республики есть предыдущий опыт работы, участия в таком движении. И, конечно же, мы были рады тому, что вот один из кандидатов, именно Егор Афанасьевич, с таким призывом обратился к избирателям. По словам общественников, некоторые кандидаты на пост главы вместо ведения честной предвыборной борьбы занялись сутяжничеством и тратят время на судебные разбирательства. Участники круглого стола обеспокоены, что вместо информации о честной борьбе избиратели будут получать информацию о судебных решениях, а кандидаты не смогут достойно провести предвыборную кампанию. Тут надо сказать о том, что это движение поддерживается не только региональным отделением партии «Единая Россия». На сегодня вы видели, что и были представители и патриотов России, регионального отделения, и регионального отделения Народной партии «За женщин России». И, само собой, общественный контроль, который мы будем проводить, все общественные объединения, которые включились в это движение и в период предвыборной кампании, и в период дня выборов. Это, конечно, это наша очень ответственная миссия. Участники же уверяют, что будут в курсе всех событий. Продолжится работа за проведение честных выборов. Александра Хлопкова, Егор Максимов, НВК «Саха», Якутск.